Здравствуйте, в эфире «7 дней плюс». Что происходит с нашим речным флотом, в каком направлении откроются круизы и можем ли мы надеяться на возрождение речного судоходства? Эти и другие вопросы сегодня обсуждаем с Романом Евгеньевичем Лизалиным, генеральным директором флота Республики Татарстан. Здравствуйте, Роман Евгеньевич. Здравствуйте. Роман Евгеньевич, ну вот расскажите, вот эта организация, да, флот Республики Татарстан, она ведь уже когда-то существовала там и была ликвидирована, сейчас снова вот воссоздана, скажем так. Почему так произошло? Расскажите. Ну, вы знаете, наверное, немножечко не совсем так. Та организация, которая была раньше, это Татфлот, компания называлась, она была, состояла, ну, была, скажем так, не совсем государственная, а сейчас мы стопроцентная дочка Республики Татарстан. То есть мы принадлежим полностью у нас. Какие задачи, вот, допустим, перед флотом Республики Татарстан вообще стоят? Ну, вообще нужно сказать, что, конечно, нас создали для того, чтобы мы подняли на другой уровень сервиса. Вообще положение дел сегодня на речном транспорте, оно такое, на самом деле, немножечко не в самом лучшем, скажем, состоянии находится наш флот. И поэтому мы сейчас должны, во-первых, вывести на другой уровень, как я уже говорил, сервис и, соответственно, уровень, самой главной, безопасности, состояние судов, провести омоложение парка наших судов, что мы, в общем-то, сейчас уже и делаем. И, пользуясь случаем, выражаю огромную благодарность за поддержку и принятие такого решения, значит, прежде всего, конечно, раису нашей республики, Рустаму Нургалиевичу Минниханову, правительству Республики Татарстан. Нас очень поддерживают, конечно, и министерства различные, Министерство транспорта, Министерство земельных и имущественных отношений. Вот смотрите, да, вот вы сказали, какие-то проблемы, что в каком-то упадке речное судоходство находится. Что за упадок вы имеете в виду? Одно время действительно, да, ведь это там советские времена, это как-то вот было достаточно популярное вот эти вот речное судоходство, оно было хорошо развито, потом это все как-то пошло на спад. С чем это связано? Ну, вы знаете, как раз вот был период, когда, ну, это 90-е годы, когда, вы понимаете, все стало переходить в частные руки, назовем это так. И в то самое время, конечно, не самые лучшие времена переживал речной флот. То есть те суда, тот парк судов, тот задел, который был еще при Советском Союзе, его подвергли там, в общем-то, ну, износу, скажем так, начали выжимать из него все соки. Понятно, что вкладывать никто не хотел. Но нужно сказать еще, конечно, о том, что судно, ну, вообще строительство судна, эксплуатация судна, это достаточно финансово емкий проект. И не всегда легко и выгодно как бы в эту историю ввязываться частным бизнесом. Ну да, то есть можно ли заработать вообще на этом? Я в плане имею в виду, есть ли какой-то профит потом после этого, если такой у нас достаточно короткий навигационный период, да? Ну, вы знаете, на самом деле... Или не от этого только зависит? Мне кажется, здесь дело не только в заработке, хотя, наверное... Ну, как-то содержать же все это хозяйство и от нужно? него тоже. Здесь ведь еще нужно понимать такой момент. Вот смотрите, вот мы сейчас, как я говорю, мы счастливые люди, живем в такой стране, в такой замечательной республике, такие реки, Волга, Кама, там, Вятка и так далее. Это готовые дороги. Мы всегда говорим и слышим о том, что у нас на сегодняшний день существует перегруз на автодорогах, да, перегруз на железнодорожном транспорте. Ну, а здесь готовые уже практически дороги, которые, ну, просто необходимо использовать в полном объеме, в полной мере. И в них вкладываться, в принципе, наверное, не надо. Ну, наверное, вот вы знаете, все же сравнение познается. Такие вложения, как в автодороги, предположим, я точно уверен, что здесь не нужно делать. Потому что инфраструктура, в принципе, конечно, ее поддерживать обязательно тоже нужно. Там и тролление проводить, дно углубления. Ну, вы знаете, сейчас тоже проблемы с маловодьем, да. То есть это тоже такая, как бы, история, которой нужно заниматься. И, вот. Но в то же самое время, повторюсь, что это несоизмеримые вложения, которые необходимо, там, допустим, ежегодно вкладывать в автодороги там, или другие какие-то вот пути. Поэтому здесь мы считаем, что неизбежно мы в любом случае должны будем посмотреть на наши реки и использовать их в полном объеме, в полной мере. Это и грузовые перевозки, и пассажирские перевозки. Ну вот одно из направлений, да, все-таки вот туризм перед вами стоит. Вот какие вот шаги уже предприняты в этом направлении? Да, вот на сегодняшний день мы как раз на свой баланс принимаем суда
выкупаем. Это та сфера, наверное, на которой можно как-то заработать, нет? Да, ну, безусловно, это бизнес, конечно, здесь можно заработать, но только мы сейчас понимаем, что, ну, все же постоянно меняется, и требования тоже меняются людей к уровню сервиса, там, да, обязательно нужно, и я еще раз говорю, мы приоритетом для себя ставим безопасность перевозок пассажирских прежде всего. Ну и, конечно, мы сейчас также ведем работу над повышением этого самого уровня сервиса, в том числе и онлайн-продажи, и обеспечением доступа, инфраструктуры и так далее. Это все у нас в комплексе работы ведется, и информирование населения обо всем, значит, о том, что у нас происходит на реке. Это очень важно. Мы, кстати, видим заинтересованность людей в этом. Мы часто к нам поступают обращения. Сделайте рейс туда, сделайте маршрут туда. То есть это, ну, мы видим отклик от людей. Появляется какая-то популярность, да, у речного судоходства? Мы видим, вот вы мне за кадром сказали, что что-то люди побаиваются. Ну, вы знаете как, ну, видимо, что был еще тот шлейф, который как там прошел. Тогда, вы знаете, там была ситуация трагическая, значит, в 2011 году с теплоходом «Болгария». К которой вы имели непосредственное отношение. Вспомним это, да? Да, ну и вот, конечно, этот шлейф, он, наверное, тоже внес свои коррективы в отношении до сих пор, вы думаете, да, вот этот вот след, он... Мы знаем, мы общаемся с людьми, некоторые боятся еще с тех пор, да. В то же самое время мы понимаем, что люди осознают и то, что у нас можно отдыхать на воде не хуже, а то и даже лучше, чем где-то за границей. Ну, и вообще людей начало больше интересовать внутренний туризм. Это развитие, он, конечно, дает толчок, в том числе и развитию пассажирских внутренних перевозок. Это важно, мы этим будем обязательно пользоваться. Вы знаете, что мы сейчас перед собой ставим цели и освоение нашей реки Казанка. То есть в свое время также принимали участие в обеспечении судоходства этой реки. Это очень важный был тогда такой момент, и нам обязательно сейчас нужно также ее осваивать. Ну и, естественно, междугородние, межрегиональные перевозки – это тоже такая история, которая уже такая, ну, как бы федеральная, можно сказать, программа. Она была такая поставлена задача, вы знаете, да, существует программа «Великий Волжский путь» по развитию наших внутренних водных путей. Наша компания, одна из 3 компаний, с этого года мы уже будем на регулярной основе, значит, работать по этой программе. Что я имею в виду? Значит, вот программа «Великий Волжский путь» в рамках освоения пассажирских перевозок внутри, она предполагает, что, ну, чтобы любой там житель нашей страны, не только, мог спокойно по воде добраться там, из точки там, из Москвы, условно, там, Твери, до Астрахани, до Перми, до Ростова-на-Дону. И это освоение всех этих маршрутов, мы понимаем, что это достаточно такая, ну, непростая работа, и она была поделена на 5 этапов. Вот первым этапом в этом уже, получается, году, значит, это освоение, значит, маршрута Нижний Новгород, Ульяновск. Вот по этому маршруту будут 3 компании судоходных работать, в том числе мы закрываем плечо от Чебоксар до Ульяновска. Так. Нашими новыми метеорами, которые мы... Да, вот эти новые метеоры, как раз, да, вот этот вопрос, который мы хотели задать, да, это вот эти специально для Татарстана 2 метеора, да, 2020 судно проекта А-217, летом этого года они совершили первые рейсы. Вот первые результаты, то есть уже какие-то, вот вы уже озвучили, да, вот названия, кстати, весьма у них такие патриотичные. Скажите, почему, кстати, кто их выбирал? Это такое коллегиальное, да, решение было, мы знаем, что поддерживали... Озвучьте, не все знают. Да, ну одно наше судно на подводных крыльях называется Михаил Девитаев, и второе Муса Джалиль. То есть, ну, это такие выдающиеся, на наш взгляд, деятели Республики Татарстан, их все знают, это наша гордость, и мы, конечно, ну, обязаны просто были увековечить их имена, в том числе и вот на название наших судов. Значит, ну, если кратко о самих судах, то это суда совершенно другого инновационного поколения. Они, конечно, совершенно другие, по другому принципу судостроения были сделаны. Там, ну, были применены современные технические средства судовождения. И, конечно, на достаточно высоком уровне было уделено внимание, конечно, к комфорту и в том числе к безопасности. Это очень важно, повторюсь, это для нас приоритет. Значит, ну и, конечно, вот, как я уже говорил, по уровню комфорта они, ну, на голову, что называется, на порядок выше. Ну, это такой большой, широкий салон с большими пространствами или там проходами между кресел,
сами кресла комфортные, система Wi-Fi. Но у них задача такая туристическая, да? Это больше да, не, но это такие не пассажирские перевозки. дальнемагистральные наши суда, которые мы как раз вот будем использовать на маршрутах Казань-Чебоксары и Казань-Ульяновск. Это будет регулярная история. Мы планируем с середины, где-то с начала, где-то с середины мая. Предварительное расписание мы уже согласовываем. Сейчас вот как раз этим занимаемся. И они будут ходить до сентября включительно по данным маршрутам. И мы, вы знаете, мы вот в 23-м году получилось так, что мы, конечно, уже к концу навигации поставили на свой баланс. То есть, получается, получили все соответствующие лицензии. И мы, что называется, попробовали рынок. Мы пустили их как раз вот по направлениям Казань-Ульяновск, в Чебоксары сходили и сходили до Сарапула. Вот, Мужская республика наша. Вы знаете, ну вот как бы мы были шокированы тем, насколько положительный был эффект от таких маршрутов у населения. Все, что говорили? Ну, все очень рады, и все, конечно, говорят о том, что мы бы хотели, чтобы эта история была регулярной, и мы говорим то, что это так и будет. А что понравилось? Ну, вы знаете, давайте просто в качестве примера. Ну вот до Ульяновска поезд идет там, по-моему, 4 плюс, там около 5 часов. Ну, железнодорожное сообщение. Автомобиль, вы знаете, там всегда бывают и пробки и так далее. Можно тоже те же 5 часов проехать. Ну, где-то, может быть, чуть быстрее. Мы идем 3 часа 40 минут. Причем при этом, при всем, уровень комфорта, вы же понимаете, несоизмерим. То есть можно выйти, у нас есть специальная смотровая площадка на корме. Но это туристический маршрут? Или мы это хотим, просто... чтобы это была такая, знаете, история многополярная, что называется. И там, и там. И там, и там. Мы хотим, чтобы люди привыкли к этому маршруту, чтобы можно было... Сколько стоит? Смотрите, мы планируем, и сейчас мы идем как раз вот по пути расчетов всех, планируем, что данные суда, вернее, вот, значит, поездка на данных судах будет приблизительно около где-то, я сейчас просто очень аккуратно говорю, наверное, соизмеримо железнодорожному транспорту. Сколько вот у нас, это? Я не знаю просто. Ну вот на сегодняшний день, если я не ошибаюсь, по-моему, 860 рублей стоит в одну сторону. Ну, это дорого. Поэтому 3,5 часа, ну там 3,40, да, как я уже говорил, и с комфортом вы перемещаетесь из одного города в другой. Это пассажирская перевозка, а если, например, это какие-то вот уже там какой-то тур, да, или как это, круиз? Мы, в принципе, не отказываемся и в группах людей, пассажиров, то есть это такая, я говорю, история комбинированная, то есть и там, и там. Мы видим, что запрос сейчас есть. Он актуален, более того, мы хотим, чтобы судно у нас ушло, предположим, с утра в Ульяновск, там постояло, чтобы могли люди посмотреть город и вернуться обратно вечером. Пока такая вот у нас предварительное, такое расписание сделано предварительно. Ну и то же самое по Чебоксарам. Чебоксары — это вообще популярнейшее направление в сегодняшний день, Казань-Чебоксары. Вы знаете, что есть Чебоксарский речной порт, наши коллеги. У них есть 3 Валда, это суда немного поменьше. Вот если наши там 120 пассажиров вместимость судна, да, то их суда, они там по 44 человека вместимость каждого судна. А вот как будет осуществляться маршрут? Это, то есть надо будет как бы один билет достаточно будет купить в одном направлении, или надо будет сразу купить обратный билет там, и так далее? Смотрите, есть какие-то правила? Если уж мы говорим о том, что мы планируем все-таки и онлайн-бронирование, и онлайн-покупки, электронные, да, то, наверное, здесь как бы каждый для себя сам пусть решает. Хочет он покупать туда-обратно билет, или хочет он просто в одну сторону. Как обычно? Конечно. Вот я как раз билет, об этом и говорю. Да. Ты хочешь добраться, ты можешь купить билет или из Ульяновска в Казань, или наоборот. И плюс ко всему, мы сейчас как раз работаем также с нашими партнерами и коллегами с компанией «Содружество», которая занимается железнодорожными перевозками. Мы сейчас все-таки попробуем, может быть, как-то с следующего года в тестовом режиме запустить бимодальные перевозки, что это я о чем говорю, о том, чтобы мы могли одним видом транспорта, предположим, железнодорожным, там, из Казани до Ульяновска добраться, а потом обратно уже, да, и наоборот. То есть вот такая вот реверсная история. Я просто не договорил по поводу Чебоксаров, мы также с ними договорились о том, что мы будем ходить в реверсном направлении, мы будем выходить из Казани, наши чебоксарские партнеры, коллеги будут выходить навстречу нам, и в то же самое время возвращаться также. Ну вот смотрите, вы как раз сказали про онлайн-бронирование. Вообще это такая история с речным судоходством, когда там все так немножко как в Советском Союзе, да, вот эти кассы до сих пор, по-моему, в речном порту стоят, когда ты покупаешь на Омик какой-нибудь эти билеты,
который пробивается, там что-то, вот эти женщины в окне. Ну, вы знаете, мы не можем от них Сейчас что-то отказаться. делается, то есть Да, есть какой-то сайт, да? Сайт Можно есть, будет... он в тестовом режиме уже запущен, вы можете зайти, посмотреть. Вот. В то же самое время мы, конечно, уже говорю то, что мы планируем запустить онлайн-продажи и с этого сайта, и с другими нашими ресурсами. В том числе... А почему вы не можете от них отказаться? Из-за пенсионеров? Ну, вы знаете, к сожалению, люди преклонного возраста, ну, в силу привычки, вот, ну, все-таки иногда, ну, не иногда, а в большей степени, Вы такие конечно, приверженцы традиций. Ну, мы в этом есть определенный колорит, мы не на самом можем деле. здесь, как бы, да, отказаться от этого. Ну, это традиция, да, и все-таки, ну, скажем так, дань уважения нашим жителям преклонного возраста. Потому что, ну... Дача, да, это как бы, это наше основное социальное направление. Мы все-таки были созданы как социально направленная компания, и мы все-таки ставим себя приоритетом вот эти вот наши внутренние направления. В то же самое время, как я уже говорил, и федеральная повестка по межрегиональным перевозкам тоже перед нами стоит. Кроме того, если уж мы коснулись этой темы, то мы для себя и на этом тоже не замыкаемся. Мы планируем развивать туризм. Туризм мы подразумеваем, мы также его делим на межрегиональный туризм и на туризм, внутренний туризм. Значит, мы знаем то, что у нас Казань вошла в тройку, по-моему, если не ошибаюсь, лидеров по туристическому наплыву в год, в 2023 году, если не ошибаюсь, можете меня поправить. И, конечно, повторюсь, нам нельзя этим не воспользоваться, мы должны показать и предоставить новый продукт туристический. Повторюсь еще раз, мы хотим освоить Казанку, чтобы можно было гостей наших, ну и казанцев, гостей, по Казани, так называемый внутренний, да? Да, ну и в то же самое время есть Свияжск, вы знаете, есть булгарское направление. Очень большой запрос сейчас по туристическому кластеру Лаишево. Мы планируем все-таки взять на свой баланс и привести в порядок причал в Камском устье. Тоже очень большой запрос. Камское устье, да, сейчас. Совершенно у нас верно. очень много таких, дайте, нераскрытых вот этих вот очень мест, много. Да? Их надо раскрывать. Совершенно верно. Вот. Чистополь, Елабуга, Челны. Ну, у нас очень много красивых городов. Они стоят на красивейших реках. Более того, Вятка, Мамадыш и выше. Это тоже то, что нужно, абсолютно точно нужно показывать, развивать и нашим, я думаю, гостям и жителям, повторюсь, нашей республики это все будет и понравится. Но мы как раз, вы знаете, будем понимать, что людям больше нравится. Это мы говорим про внутренний туризм. Если мы говорим про внешний, межрегиональный туризм, то здесь, наверное, больше такая история, либо, вот как я уже говорил, бимодальная история скоростных судов, да, это использование наших скоростных метеоров, или же у нас еще на балансе нашем сейчас вот уже практически скоро будет стоять круизное судно 305-го проекта, вот, Павел Миронов. Да, вот у меня как раз, да, его там восстановили, я так понимаю, целое старое судно. Мы его будем восстанавливать. Сейчас как раз этим занимаемся. Ведется набор людей, экипаж. И он просто долгое время стоял, его нужно немного хотя бы привести, что называется, в чувство. А так он был после ремонта, им просто не занимались. Мы хотим запустить, чтобы у нас в Татарстане, чтобы было одно свое круизное судно. Есть там некоторые, да, партнеры наши, которые, я знаю, занимаются, берут в аренду суда и так далее, но мы хотим, чтобы было наше. Мы, опять же, на этом также не останавливаемся. Здесь будет маршрут, вот если мы говорим про круизные направления, это Казань, Москва, Казань, Пермь, Казань, возможно, Уфа, Казань, Астрахань, Казань, Ростов-на-Дону. То есть вот это вот судно, оно может как раз эти расстояния покрывать с комфортом, и мы тоже над этим сейчас работаем. Кстати, вот про старые суда, раз мы затронули, да, этот момент, и Булгарию, которую мы затронули тоже, да, и я так понимаю, вы сказали, что одна из задач является как раз восстановление, да, каких-то... Есть вообще проблемы с этим? Вот эти старые судна, которые до сих пор выходят на воду, я, конечно, так голословно немножко сказала, да, но мы смотрим часто вот на какие-то судна, которые вот уже как будто бы в полуразвалившемся состоянии, а они на воде ездят какие-то пассажирские перевозки. Есть такая проблема? Их списывают? А вы сколько знаете, осталось на самом деле списывают суда, на которые хозяин, собственник, судовладелец не обращал внимания и не прикладывал руки. Если мы сейчас посмотрим опыт той же Европы, там есть суда, которым за 100 лет они ходят, и больше даже, наверное, пользуются популярностью, чем там новые современные, потому что в этом тоже есть своя изюминка. Вот эта вот старина, вот этот вот
Ну да. Такая магия. Старина, конечно, старине рост. Да, вот. Но мы в то же самое время понимаем, что для того, чтобы данное судно ходило, его нужно поддерживать в техническом состоянии. Это определенно точно вовремя смена металла, там, да, ремонтные какие-то работы и так далее, так далее, так далее. Плюс в любом случае нужно проводить обновления. Как я уже говорил, что в любом случае нужно. Мы без этого тоже никуда не денемся. Нужно нам делать модернизацию салонов, условно говоря, там. В то же самое время предлагать какие-то новые продукты, пусть это туристические или еще какие-то. А сколько живет судно вообще? Нет такого вот то, чтобы вот прям предельный возраст и все восписать. Нет, я говорю, это все зависит от того, насколько... Оно реально и 100 лет может прожить? Конечно, И есть 200? примеры. Ну, я пока не готов так далеко вам говорить. Усталость металла, конечно, тоже существует, но мы говорим о том, что судно это как конструктор, его надо вовремя менять, металл, следить за ним. Чтобы оно морально не устаревало, его нужно проходить модернизации различные. То есть наши технологии в сегодняшний день позволяют применять эти технологии как раз на старых судах. Но мы понимаем, что в любом случае омоложение флота быть должно. И мы и по этому пути как раз идем. Существуют федеральные программы поддержки судостроения. Они есть, и мы ими пользуемся. На сегодняшний день мы как раз по таким программам еще заказали 4 единицы скоростных новых судов. Мы будем их строить на заводе имени Горького в Зеленодольске. Это наш основной партнер. Партнер, который не только нам помогает строить, но и где-то ремонтировать, модернизировать суда наши. И если уж мы говорим о новом судостроении, то помимо наших 2 метеоров, которых вы упомянули, и которые мы сейчас говорим, что собираемся в этом году запускать, мы, конечно же, еще приобрели пока одно, но планируем еще весной следующее судно купить, водоизмещающее, проекта А-217 пассажирское. Кстати говоря, вот в этом году, хотя мы, собственно, там практически под занавес навигации смогли, грубо говоря, начать работать, но вот за этот столь короткий срок мы перевезли нашими 3 единицами, на тот момент у нас их было только 3, порядка 10 тысяч человек. То есть это различные направления, это и Свияжское направление, как я уже говорил, это Ульяновское направление, 9 рейсов мы сделали коммерческих, там 10-й был такой пробный, грубо говоря. Вот. Но и мы почувствовали, насколько люди соскучились по новым судам, понимаете, то есть они хотят это, мы видим, как у них глазки загораются, когда они видят новые судна. И самое главное, за что мне хочется, наверное, пользуясь случаем, поблагодарить наших пассажиров, за то, что они не остаются равнодушными. Они высказывают свое мнение. Ну, не всегда, если уж честно, не всегда оно там прям какое-то лестное, бывают и какие-то люди, которые критикуют, но, что самое интересное, они не просто критикуют, они предлагают решения. Многие просят там оснастить, значит, наши суда там USB-розетками для зарядки гаджетов, там, ну, условно. Это как пример. Кто-то там еще что-то просит. И мы к этому обязательно прислушиваемся и стараемся реализовать все эти... Какое основное пожелание, например, которое они... которое вот, люди предлагают вам? Ну, смотрите, вообще, в принципе, желаний много. Но основные, как я уже вот говорил, это желание использовать гаджеты. Просят Wi-Fi, кстати, Wi-Fi у нас оснащен на 2 новых метеорах. На Мусаджалиле, да? На Мусаджалиле и на Дейтаеве. Мы планируем вообще, в принципе, сейчас как раз идет у нас работа, вот буквально сегодня только у нас была рабочая встреча, мы планируем оснастить системами Wi-Fi и интернетом вообще все наши суда. Насколько это быстро получится сделать, мы пока не знаем, но такая работа идет. В том числе и, значит, наши пристани, в последующем там причалы и так далее. Все это тоже мы планируем делать. Делаем, не как быстро, так как бы хотелось, наверное, но мы, я думаю, что мы к этому все-таки придем. Вот, интернет, доступ, как я уже говорил, во-первых, онлайн-продаж, это очень нужно, потому что у нас вот в том году мы, например, продавали практически, в кассах, что называется, там, да, с нашими партнерами, агентами, билеты. Мы понимаем, что этого недостаточно, и что основной запрос – это продажи, онлайн-продажи. Мы хотим все-таки, наверное, и пойти по этому пути. Но много таких вот запросов и пожеланий. Какие вот, у нас буквально тут осталось 2 минуты, какие вот приметы суеверия обычно у людей, которые работают на воде, скажем так? Да, ну понятно, там есть как корабль назовешь, так он поплывет, там это все знают, а что-то еще внутри? То, что вы, может быть, сейчас соблюдаете, пока вот эту всю реформу совершаете? Много различных, там все даже не так вот трудно назвать, но мне кажется,
что вопреки всем суевериям, главное, нужно любить работу и выкладываться по полной, что называется. На сегодняшний день мне повезло как руководителю, потому что у меня в коллективе собрались достаточно профессиональные люди, которые верны своей работе, которые преданные и выкладываются, что называется, по полной. Я уверен, что неизбежно мы в любом случае сможем изменить состояние наших судов и отношение людей к нашему речному флоту в лучшую сторону. 30 секунд осталось. Позовите, значит, наших людей. Да, пользуясь случаем, мы, конечно, всех приглашаем. Давайте поплывем. Да, на наших судах, что называется, попробовать, принять участие, попутешествовать. У нас есть официальный сайт Флот Республики Татарстан. Мы будем рады видеть всех. Скоро весна. Да. И я думаю, что мы обязательно, наверное, я думаю, что все встретимся с вами. Спасибо большое, что вы пришли. Спасибо телезрителям, что были с нами. До свидания. Всего доброго.